Снимая приемные семьи нашей республики, мы мечтали побывать в отдаленных улусах и посмотреть, как там живут приемные семьи. И вот в июне мы смогли посетить Алекминский улус. В гости к нашим героям отправились в село Кудукёль Киндигирского национального наслега. Мы ехали на моторной лодке 4 часа по реке Алекма, любуясь живописными пейзажами, и по пути встретили медведя, плывущего к берегу, что, по словам местных жителей, является хорошим знаком. Добраться до села Кудукёль летом можно только по реке, зимой по автозимнику, и поэтому оно является таким же труднодоступным, как и арктические села. В Кудукёле проживает около 300 человек. Сегодня мы побываем в гостях у приемной семьи Неустроевых. В семье воспитывается 3 родных детей и 2 приемных. Нас гостеприимно встретила приемная мама Мария Алексеевна. Мы увидели очень чистый, уютный двор, где все обустроено с любовью и заботой, что в таких суровых условиях очень непросто создавать. Воспитывая родных детей, наши герои стали приемными родителями 2 мальчикам. С 4 месяцев взяли мы Мирослава, потом ему исполнилось 4 года, и мне отдел опеки предложили дальше будете опекать детей. Но мы с семьей, у нас целый день собрание было, долго думали, справимся или нет, насчет учебы, воспитание дадим или нет, боялись, конечно, ответственность большая. Но потом в итоговом пришли взять бы и дети все равно же, как человек их будет учить, ребенок быстро научится. Поэтому согласие дали дети, супруг и взяли. В день наших съемок приемный папа Василий Петрович был в командировке в Алекминске. Он является главой Киндигирского и Венкийского национального наслега. Познакомились с Василием Петровичем мы на круглом столе, посвященном вопросам поддержки приемных семей. Встретились с Василием Петровичем мы и на Эсехе Алекминского района в живописной местности Аннях-Хочото долины реки Алекма. Праздник собрал глав 23 наслегов, жителей района, представителей всех народов, живущих в районе. В Кудукёле Киндигирского наслега издавна проживают малочисленные народы – эвенки. Основное их занятие – охота и рыбалка. Дети во всем помогают взрослым, имея возможности и для всестороннего развития. Папа меня учит работать, дрова таскать, печку топить, цветы поливать, рисовать, читать. Я нашу маму люблю, я ей много подарков делаю. Мария Алексеевна работает в родовой общине, при этом успевая вести домашнее хозяйство. Она старается обеспечивать детей витаминами со своего огорода и приучает их к труду и хорошей учебе. Я детей воспитываю, чтобы они хорошо учились, хорошее образование взяли, и чтобы в достатке жили. Хорошую работу нашли и в достатке жили. У меня так. Родная 15-летняя дочь Вика, так же старательно, как мама, учит мальчиков всему, что умеет сама. Учу, наверное, порядку. Убирать за собой. Иногда они моют со мной посуду, помогают. Хорошие. Очень важна для приемных семей поддержка как властей, так и понимание местных жителей. У вас, получается, здесь в селе 3 приемные семьи. Ага, 3 приемные. Как к вам относятся ваши односельчане, как вас поддерживают? Некоторые поддерживают, некоторые не поддерживают. Некоторые говорят, вы из-за денег берете.
Ну, видать, может быть, у людей зависть есть, наверное. Но я говорю, ребенка воспитывать это очень трудно. Надо ребенку базу полностью дать, как вот каждый он растет же, базу дать. Ребенок же это не мебель, не это. Вот люди так легко думают, но я всегда отвечаю, сами, пожалуйста, возьмите и воспитывайте. Вот мой принцип. Вы ни разу не пожалели, что вы стали приемной мамой? Нет, я никогда. Я сам активный человек по жизни, да, вот. Я, например, поэтому я всегда вот с ними общаюсь, всегда контроль, всегда вот, если мы работаем все вместе, например, я им все показываю, как делать. Надо ребенка сперва учить, а потом уже надо его отправлять работать. Вот поэтому мы все вместе делаем. Ну, они сейчас маленькие, поэтому я сильно их к работе не подпускаю. Крайне важны меры поддержки в труднодоступных местах проживания. Мы живем отдаленной вот деревне, да, например, у нас зимник совсем плохой, вот зимник вообще плохой. Как я с детства себя помню, вот эта дорога никогда как бы никто не победит, наверное, так и осталось. Чтобы к нам вот пришли вот на лето, да, вот, например, в июне надо, в начале июня, чтобы пришли вот диспансеризации врачей отправили, ну, чтобы удобно было, не жарко, не холодно, как бы, да, а вот весной у нас дорога ломается, а в середине лета уже начинается холода все равно, дожди, поэтому в начале июня вот хорошее вот это. Я вот в основном прошу это. Нам бы очень хотелось, чтобы приемные семьи киндигирского наслега получали всю необходимую поддержку, ведь они вносят огромный вклад в решение проблемы социального сиротства. Висят на елке шарики, красивые фонарики, бусы и снежинки и голубые льдинки. Свою дорогу в жизни желаем вам найти. Удачи вам, успеха, счастливого пути. В следующем выпуске передачи вас ждет встреча с еще одной приемной семьей киндигирского национального наслега. Сколько на сегодня в вашем улусе приемных семей и сколько в них воспитывается детей? Приемных семей у нас 12, и воспитывается в них 32 ребенка несовершеннолетних. Вот. Они все, 4 семьи у нас в городе Алекминске, это 6 детей несовершеннолетних, и остальные в населенных пунктах, отдаленных от города Алекминска. Это Киндигирь, Чапаево, Дильгей, Тако и Троицк. Мы выезжаем в эти приемные семьи, мы сопровождаем их. В Киндигирь мы выезжали весной, посещали все семьи, смотрели, как они живут, чем они занимаются. То, что у нас спрашивают родители приемные, мы им помогаем на их вопросы отвечать. Школа приемных родителей у нас ведет Гуляева Мария Егоровна, психолог реабилитационного центра для несовершеннолетних. К нам приходят родители, которые хотят взять детей в семью. И мы им даем направление в этот реабилитационный центр, где они проходят в течение 2 месяцев эту школу. Мы взаимодействуем со всеми органами профилактики. Это образование, это больница, это ПДН, полиция, это КДН, опека вместе. Ну, мы все выезжаем в рейдовые мероприятия, вечернее время, это могут быть праздничные дни. Выходные дни мы выезжаем, выявляем это социальное сиротство. Потом мы их направляем к психологам, к наркологу, чтобы они лечились, чтобы они выходили из этой трудножизненной ситуации. Каковы запросы приемных семей на получение помощи от властей и администрации района? В основном вот труднодоступные села, да, они просят приемные родители, чтобы к ним выезжала диспансеризация на село. И именно в летний период, потому что в зимний период у них дорога сложная и доехать до них тяжело. Поэтому водный транспорт, он как бы сокращает время пути. И они просят, чтобы в летнее время к ним приезжали. Ну и мы, естественно, как орган власти договариваемся с районной центральной больницей, чтобы они выезжали все-таки в такие труднодоступные семьи. Познакомьтесь с детьми, которым нужна семья. Это Кристина и Алеша.
Кристине будет 5, а Алёше нашему будет 4 годика. Они в нашем центре недавно. Кристина, как старшая сестра, ухаживает за своим братиком, помогает застилать кроватку, помогает одеваться, обуваться. А Алёшка у нас на правах младшего братика просит сестру всегда помочь. Как самая старшая девочка в группе, Кристина любит убираться, вытирать пыль, ухаживать за малышами, моет им ручки. А Алёша, как все мальчики, у нас любит играть в подвижные игры, в мячик, да? А у Кристинки самое любимое занятие – собирать пазлы. Вот это дело она очень любит. И любит разукрашивать разукраски. Кристина и Алёша – открытые и позитивные дети. Они с удовольствием общаются со взрослыми. А расскажите, что вы там собрали? Я тоже... Я дочка-лисичка. А что они делают? Я лисичка. В день наших съемок Кристина и Алёша были обработаны зеленкой из-за укусов комаров. Они любят гулять на улице, играя в подвижные игры и много двигаясь. Молодец. Еще, Кристина. Кристина и Алёша все время проводят вместе, не расставаясь ни на минуту. Они учатся всему вместе, помогая и поддерживая друг друга. Кристина и Алёша любят возиться с кинетическим песком, проявляя фантазию и создавая разные творения из песка. Алёша и Кристина очень дружные и добрые дети. Они любят и оберегают друг друга и очень нуждаются в семье.